День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Более чем в 3 раза сократилась площадь лесных пожаров в Якутии. Тем не менее, в регионе продолжают свою работу самолеты-зондировщики. Якутские разработки на службе вооруженных сил. В Москве прошел форум «Армия-2023». Бой за титул чемпиона чемпионов. Якутск впервые на Дальнем Востоке принял турнир Лиги Eagles FC. Более чем в 3 раза сократилась площадь пожаров в Якутии за сутки. Всего на начало суток действует 39 лесных пожаров на 60 тысячах гектаров и 2 ландшафтных пожара на площади 380 гектаров. Проводятся работы по тушению 21 пожара на площади 44 тысячи гектаров. В аналогичный период 2021 года в регионе действовало 96 лесных пожаров на площади 2 миллиона 190 тысяч 468 гектаров. По данным на 19 августа, высокий 4-й класс пожарной опасности сохраняется в Верхоянском, Горном, Аймиконском и Мегино-Кангаласском районах, а также в Якутске. 5-й класс пожарной опасности в Намском районе. Больше всего пожаров сегодня в Алекуминском районе действует 15 возгораний на площади 54 тысячи га. Сосредоточены основные силы и средства именно на тушение данных пожаров. 9 пожаров площади почти 40 тысяч га уже локализовано. Сегодня там работает также самолет наш зондировщик Ан-26 «Атмосфера» авиакомпании «Полярные авиалинии». Ну и напряженная ситуация, к сожалению, остается и на северо-востоке. Это в Верхнеколымском районе, часть пожаров в Среднеколымском районе. Что касается погоды и ее влияния на лесные пожары, то циклон, центр которого располагался над центральными районами, смещается на северо-восток. Поэтому на большей части Якутии наблюдается прекращение осадков. Дожди сохраняются только в заречных районах на юге Тампонского и Миконского районов. В ближайшие сутки ожидается выход глубокого циклона на юго-запад республики. Под его влиянием в Ленском, Сунтарском и Нюрбинском районах, на западе Алекминского, на юге Мирнинского районов ожидаются дожди различной интенсивности. Также с переходом ветра на юго-восточное направление возможна задымленность в Якутске и центральных районах. Задымленностью, в принципе, мы еще наблюдаем ее, она есть задымленность, но небольшая по территории. Это все еще крутит тот воздух, который был, поступил на территорию республики еще на прошлой неделе. Для того, чтобы полностью избавиться от дыма, мглы, которая осталась от дыма пожаров, нужно полностью поменять воздушную массу. По прогнозам это будет на следующей неделе, потому что мы ждем арктическое вторжение, и постепенно с севера арктическая воздушная масса будет поступать на большую часть территории республики. Еще на 15 летных часов продлили в республике работу самолета-зондировщика Ан-26 «Атмосфера». На этой неделе «Атмосфера» работала над Усть-Майским районом с заходом на несколько километров на территорию Хабаровского края. О том, как прошла работа, расскажет Александр Хавренко. Практически ежедневно на территории Усть-Майского улуса самолет-зондировщик Ан-26 «Атмосфера» работает по искусственному вызыванию осадков. Успех операции зависит в том числе и от работы экипажа воздушного судна, которому порой приходится работать в экстремальных условиях. Первая задача на пассажирских самолетов: мы, конечно, пытаемся обойти грозы, не влазим в обледенение, в эту турбулентность, а на зондировщике у нас наоборот. Задача влезть в облака, пройти максимально близко к грозам и найти такую влажность, где как раз вот условия обледенения. Поэтому на зондировщике мы лезем туда, куда нас учили не лазить. Мы все получили допуска. У нас, вот, допустим, заместитель командира эскадрильи проходил в ИРАЭРО подготовку, получал допуск. Далее пилот-инструктор, он как бы нам давал проверочные полеты. На этот раз самолет-зондировщик отработал не только на территории Якутии, но и зашел к нашим соседям в Хабаровский край. Территория Хабаровского края нам нужна была по одной простой причине. Перенос воздушных масс, в том числе и основных облаков для работы, он был четко с юга на север. И для того, чтобы нужное количество осадков пришли на пожары, которые нас интересуют, поэтому мы немножко залезли к нашим соседям. Сразу по возвращении в Якутск руководитель полета связывается с гидрометом для уточнения информации по осадкам.
Подскажите, пожалуйста, в Усть-Мае сейчас осадки наблюдаются по последним срокам? Да, идут в Усть-Мае, Якоренок. Там и в него идет в Усть-Мае, и остальные вот эти какие-то слабые, непрерывные. Искусственные осадки – одна из самых действенных мер в борьбе с лесными пожарами. Поэтому правительство приняло решение продлить работу зондировщика и его команды еще на несколько дней. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. 2 мобильных водоочистных блок-прицепа направят бойцам в зону проведения СВО. Подробнее об устройстве и его работе смотрите в следующем материале. Резиденты технопарка Якутии «Сахафильтр» собрали 2 мобильных водоочистных блок-прицепа. Вода перед употреблением проходит семиступенчатую очистку, соответствующую всем требованиям Санпина. Мощность водоочистительных емкостей составляет 250 литров в час. Это 6 кубов чистой питьевой воды в день. Вода попадает в емкость исходной воды. Далее идет семиступенчатая фильтрация, то есть грубый фильтр, фильтр обезжелезывания, сорбционный фильтр картриджного типа, 5-микронный. Далее идет на мембрану. С мембраны идет уже на картридж, но угольного, то есть прессованный уголь. Потом ультрафиолет и начищенную воду. Ротаметр фильтрата показывает, сколько воды на данный момент идет. Ротаметр концентрата, сколько воды идет в концентрированном виде. То есть 1 к 3 или же 1 к 4, скажем так, можно. Тут у нас есть подустановку, давление показывает и выход из мембранного блока. ТДС-монитор показывает еще взвешенные вещества в воде, которые идут. Можно прям смотреть. Мобильный водоочистной блок-прицеп собран на базе УАЗ-машины. На самом блоке есть дизель-генератор, который обеспечивает устройству бесперебойную работу при любых погодных и климатических условиях. Так, водоочиститель будет фильтровать воду из любого водоема. Устройства были собраны в Якутске в технопарке и являются пилотным проектом компании. Данные модели мы собрали для специальной военной операции. 2 пилотных проекта. Их намерены со дня на день отправить уже в зону военной операции. Они будут испытательным образцом. Если себя хорошо покажут, они в дальнейшем будут практиковаться и в целом в стране, и для военных участий, и чрезвычайных ситуаций нашей республики даже. Мобильные водоочистные блок-прицепы были собраны на основе имеющегося многолетнего опыта в создании и установке водоочистного оборудования компании. Устройства уже в ближайшие дни будут направлены в зону проведения специальной военной операции. Наталья Николаева, Григорий Хлопков, Якутск. Якутские разработки на службе вооруженных сил в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023», который прошел в подмосковных Кубинках, якутские компании представили свои новинки. Масштабный форум проходит уже в 9-й раз и традиционно собирает тысячи участников из разных стран. Подробности у Максима Кардозу. Инновации, мощь и прогресс. На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлено лучшее, что может предложить оборонно-промышленный комплекс России и наши зарубежные партнеры. 1500 предприятий, десятки тысяч образцов продукции. Павильоны выставки поражают своим разнообразием. На форуме представлена и боевая техника. Это, например, основной российский танк «Армата» Т-14. У него необитаемая башня, и при конструкции разработчики сделали упор на безопасность экипажа. Он находится в своеобразной капсуле и дополнительно защищен. Выглядит внушительно. Очень современная техника вся, да, то есть все то, что нужно нам на передовой для участия в СВО. Вот. Здесь просто колоссальная расширенная линейка всяких беспилотников, квадрокоптеров начиная, потом средства электронной борьбы, техники просто много. Якутия также представлена на форуме. Компания «Хатутент» привезла на международную площадку свои разработки. Это костюмы и другая экипировка, позволяющая солдатам или целым сооружениям стать невидимыми для тепловизионного оборудования противника. Причем якутское ноу-хау уже активно применяется в зоне СВО. Мы научились именно сохранять тепло. И, как говорится, если мы сохраняем тепло, тепло не выходит, то тепловизор нас, естественно, не видит. Естественно, вся наша продукция – это скрытие от тепловизионного оборудования. Неважно какого, от боевых прицелов, от обычных тепловизоров, от бытовых, от
от военных тепловизоров, тепловизоров стационарных, мобильных, на квадрокоптерах, на БПЛА, на танках. Мы все это закрываем. Уже те разговоры, которые мы ведем и слышим вокруг нашей экспозиции, они очень профессиональные. Они имеют военную направленность. Сегодня уже подходят к нам военные специалисты, представители командования различных видов войск, которые видят в этом необходимость и перспективу в нашей продукции. И поэтому мы сегодня уже на форуме «Армия» не новички, нас узнают. Также специалистов заинтересовали и снегоболотоходы компании ЕКТ «Сокол», которые собирают в Якутске. Квадроциклы уже зарекомендовали себя в зоне СВО как мощная техника, которая не боится никаких преград. На эту выставку мы привезли новый вездеход «Сокол», модификацию «Сокол». Это грузовой вариант «Сокол Пикап 1.5». Особенность его состоит в том, что на нем увеличена грузоподъемность и грузовой отсек на нем приспособлен для перевозки 4 человек или же перевозки 500 килограммов. Представили на форуме «Армия-2023» свои разработки и ученые Северо-Восточного федерального университета в области бронезащиты. На этой выставке мы представляем бронепластину, разработанную в нашей лаборатории. Она главным образом защищает от рикошетных ударов. Кроме того, мы представляем трехслойный материал. Здесь металл, резина и пластик, где пластик принимает защитную роль от износа и так далее, а резина демпфирует различные удары. Также на площадке Якутии можно было увидеть дроны, которые собирают у нас в республике. Форум продлится до 20 августа. Посетить выставочную часть могут все желающие. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Московская область. Благодаря программе развития офтальмологической помощи населению, которая реализуется по поручению главы республики Айсена Николаева, якутские окулисты получили возможность работать на самом современном и высокотехнологическом оборудовании. Фемтосекундный лазер, который поступил в Якутскую офтальмологическую клиническую больницу, вернул 100% зрение уже не одному десятку якутян. Подробнее о чудесах глазной хирургии расскажет Александр Хавренко. Наверное, любой человек, который носит очки, хотя бы раз в жизни задумывался о лазерной коррекции. И в последнее время все чаще люди с проблемами зрения обращаются в офтальмологическую клинику, чтобы перед операцией снять очки и больше никогда их не надевать. Весной этого года в Якутской офтальмологической клинической больнице появился новый фемтосекундный лазер. Благодаря ему операции на глазах проводятся за считанные минуты, а для восстановления требуется не больше суток. Фемтосекундный лазер, он является одним из наиболее высокотехнологичных с точки зрения выполнения малоинвазивной хирургии роговицы. Это технология лентикулярной хирургии, удаление кусочка роговичной ткани через малый разрез 2-3 мм, благодаря которому у пациентов в ранний постоперационный период нет болевого синдрома, нет ограничений. Пациенты могут на следующий день возвращаться к привычному образу жизни, водить машину и, в принципе, не чувствовать никаких ограничений. По поручению главы республики Айсена Николаева в Якутии действует программа развития офтальмологической помощи населению. Благодаря ей парк оборудования больницы постоянно обновляется, а врачи повышают свою квалификацию. Фемтосекундный лазер, который к нам пришел весной этого года, и каждым разом мы открываем на нем новые возможности. Врачи проходят постоянное обучение, и сейчас благодарные пациенты говорят огромное спасибо, потому что благодаря этой технологии Смайл было возвращено зрение более 50 пациентам. Они очень счастливы, и по их отзывам они говорят, что, во-первых, и качество, и обслуживание, и удобство лучше, чем во многих клиниках нашей страны. Сергей Прокопьев и Надежда Перцева вчера прошли процедуру лазерной коррекции зрения и сегодня уже смотрят на мир невооруженным взглядом. Сегодня очень хорошо чувствую. Вчера операция прошла успешно и безболезненно, к моему удивлению. После операции как бы туман, как бы в тумане ходишь. И как бы не особо таких изменений не было. Дома как бы поспал, проснулся, это как-то странно. Я вижу, как бы точка розеток, как пятачки свиньи. Операция вчера прошла, буквально там 26 секунд. Восстановление максимально быстрое. Ну, я думаю, меня поймут только те, кто носит очки, линзы постоянно, да, то есть это утром ты встаешь, ты ищешь, где бы очки найти, да, чтобы их одеть и пойти дальше там завтракать, умываться. Это счастье. На сегодняшний день уже более 50 пациентов восстановили свое зрение при помощи нового аппарата.
И поток желающих отказаться от линз и очков не снижается. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутске активно ведут реконструкцию автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Подробнее о проделанной работе на трассах НАМ и УМНАС расскажет Марфирина Алексеева. Продолжается реконструкция региональной дороги УМНАС, известной как Покровский тракт. Последний ремонт на этой дороге был произведен аж более полувека назад, то есть в 70-х годах. Ну что ж, хочется отметить, что эта дорога будет намного шире, она будет второй категории, то есть четырехполосной, также будет намного толще. Вот на это хотелось бы обратить внимание, что впервые в Якутии дорога будет, первый слой дороги будет составлять 13 сантиметров. Для сравнения, другие дороги, первый слой составляет 7 сантиметров. Такой слой еще нигде не применялся. У нас реконструкция НАМ, там толщина слоя меньше. В связи с тем, что дорога у нас, она более нагруженная, груза идут с Покровска, с Максоголоха, возят цемент, щебень, строительные конструкции. Верхний слой бетона толщиной в 5 сантиметров будет уложен в следующем году. Это позволит исключить неровности после окончательной стабилизации земляного полотна. В этом году по Покровскому тракту будет уложен асфальт протяженностью в 4 километра из планируемых 8. Так, согласно проекту автодороги УМНАС, с 11 по 20 километр будут установлены 11 светофорных комплексов и 8 пешеходных переходов, а также 10 автобусных остановок. Контроль качества выполняемых работ ведется ежедневно. Сейчас у нас идет уплотнение, укладка асфальтобетонной смеси на участке. У нас сейчас идет контроль качества смеси. Уплотняем мы катками гладковальцовыми. Они уплотняют согласно акту пробного уплотнения. Тут идет уже температура каждому слою отдельно идет. Вот и стоим и контролируем вот эту температуру уплотнения. Сколько она должна быть по стандарту? По стандарту 120 заходит. Сейчас мы выйдем 132,5 градусов Цельсия. Это уже с завода выходит асфальт у нас 150-160 градусов Цельсия примерно. Вот. И сейчас получается температура смеси хорошая, стабильная. Также в феврале текущего года начались ремонтные работы по расширению дороги НАМ в микрорайоне Марха. На сегодняшний день окончено переустройство линии связи и электропередач. После реконструкции дорога будет четырехполосной с разделительной полосой посередине. Для удобства пешеходов будут устроены тротуары с перильным ограждением. Также будет по проекту 7 остановочных площадок, 371 штука опор освещения и 5 комплексов светофорного регулирования. До конца года на автодороге НАМ должны уложить 1,5 километра асфальта. И столько же в следующем. Ну а закончить ремонтные работы планируется в октябре 2024 года. Всего в республике в этом году планируется введение 44 дорожных объектов. Это 267 километров. 245 из них находятся на региональных автомобильных дорогах. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. В поселке Нижний Куранах Алданского района появился арт-объект, символизирующий горнодобывающее производство. Установили его в кольце кругового движения. Само дорожное кольцо, въезды и выезды также подверглись реконструкции. На открытии побывал Руслан Павлов. Кольцо Куранаха – это единственное в Алданском районе круговое дорожное движение. Данную площадку давно хотели выделить и обозначить с принадлежностью к горнодобывающему производству. И вот теперь гостей поселка встречает экскаватор, который отработал на золотых куранахских копьях более 30 лет. Долго к этому шли, на самом деле думал даже, может быть, не сильно так, даже думал, что получится, но получилось. И вот достояние
поселка, достояние общественности, достояние района. Мы не только сам арт-объект, да, мы в рамках благоустройства сегодня расширили саму дорогу, новый асфальт, новое современное освещение, бордюрный камень. Ну вот остается только разметку нанести. Новое покрытие кольца проверили на прочность тяжелой техникой компании «Полюс Алдан». Водители оценили изменения, равно как и высокие гости торжественного митинга, организованного по случаю ввода объекта в эксплуатацию. Я впервые в вашем поселке, но уже сейчас вот бросается на глаза то, как развивается поселок. Даже тот факт, что за последние годы увеличивается количество жителей поселка, это говорит о многом. Жизнь в нашем Алданском районе бьет ключом, я бы это так назвал. И тот указ, который подписал Александр Сергеевич Николаев в июле прошлого года, на 30-го года, он дает нам вправе надеяться при нашем личном всех участии в реализации этого указа. Указ получился достаточно хороший, финансово емкий, объектно насыщенный. Множество школ, садов, строительство социальных объектов. Куранахцы с воодушевлением и гордостью восприняли появившийся арт-объект, который символизирует глубокое уважение к труду золотодобытчиков, к труду многих людей, работавших и работающих на золотодобывающих предприятиях Куранаха и Алданского района. Опять же, с золотом это все ассоциируется, на котором мы все работаем, все. И этот экскаватор, который отработал более 30 лет на нашей территории, ну, это какая-то гордость, что вот сейчас стоит и украшает нашу родину. То есть гордость за твой труд? Да, за мой труд, за труд моих родителей. Что все это, мы все вкладывались в это, в наш дом. Также вот этот экскаватор тут в свое время трудился очень много-много лет. Кольцо Куранаха открыто для движения транспорта. Теперь дело за малым. То, что построено для людей, они должны ценить, беречь и гордиться своей золотодобывающей историей. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Нижний Куранах. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» подвело итоги за минувший год, выбрало новый совет директоров, переизбрало его председателя и заместителя председателя правления. Сегодня «Газпром» – это глобальная энергетическая компания, использующая в своей деятельности инновационные технологии и цифровые инструменты. Один из ее самых масштабных проектов – это магистральный газопровод «Сила Сибири». Начинался он в Якутии. Именно Чаиндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ленском районе стало отправной точкой экспортной трассы. У ее истоков стояли наши земляки, жители Ленского и Алекминского районов. В этом году предприятие, эксплуатирующее солидный участок магистрального газопровода «Сила Сибири», Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов компании «Газпром Трансгаз-Томск» отмечает 10-летний юбилей. Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов сегодня – это мощная махина, внутри которой идет беспрерывный производственный процесс. Объекты Ленского ЛПУМГ имеют стратегически важное значение как для «Газпром Трансгаз-Томск», так и для «Газпрома» в целом. Сотрудники Ленского филиала обеспечивают бесперебойную транспортировку газа в Китайскую Народную Республику. За успешным стартом этого грандиозного международного проекта стояли обычные люди, которые трудились в условиях вечной мерзлоты, доставляя материалы на будущую трассу газопровода сквозь непроходимые таежные леса и болотные мари наперекор морозам и максимально низким температурам. Решение запустить газопровод на год раньше усложнило задачу, но газовики с ней справились на отлично. Без преувеличения хочу сказать, что это золотой фонд России. С такими людьми нам решение всех задач по плечу. Хочу сказать слова благодарности заказчику, всем руководителям и специалистам, всем подрядчикам и субподрядчикам, которые вложили душу в это дело, и нам сейчас есть чем гордиться. Ленское линейное производственное управление магистральных газопроводов – первое подразделение «Газпром Трансгаз-Томск» на магистрали «Сила Сибири». Все управления, созданные для эксплуатации трассы позднее, перенимали опыт у ленских коллег. Запуск газа в декабре 2019 года дал новый импульс для развития ленского филиала. Сегодня в полном объеме укомплектованы и успешно работают все службы. В нашу обязанность входит обслуживание линейной части нашего газопровода, также обслуживание крановых узлов, камер пуска и приема. Диспетчерская служба – это сердце нашего УПУ, потому что в сердце стекается вся информация, а уже сердце раздает исполнительным органам все задания
по решению всех проблем. Сейчас на настоящее время 27 объектов радиорелейных станций установлено на протяжении 700 километров газовой трубы. Вот. Эти объекты обеспечивают радиосвязью непрерывной вдоль всей трубы. Вот в эксплуатацию участка Кавыкта-Чайнда и запуск компрессорных станций в Алекминске и Салдыкеле в пиковые морозы стали очередными значимыми событиями в истории Ленского ЛПУМГ. Люди понимают, что суровые условия, зимой температура воздуха бывает и до минус 60 доходит, и приходится работать и обслуживать оборудование. То есть нет ничего лучше, чем опыт. Передовики производства ленские газовики привыкли быть первыми во всем. Например, в спорте работники филиала демонстрируют только отличные результаты. В 2022 году мы заняли первое место в спартакиаде трудовых коллективов Ленского района, а также наши два спортсмена Гагенфельд Дамир и Юшинов Вадим вошли в десятку лучших спортсменов Ленского района. Находят время сотрудники Ленского филиала и на помощь другим. За 10 лет реализованы десятки благотворительных, социальных и экологических проектов. Мы очень плотно сотрудничаем с руководством «Газпромтрансгаз Томск». Они всегда принимают участие в части благоустройства наших территорий, по благоустройству парка. Очень хороший проект реализовали в свое время. Сотрудничают с социальными учреждениями, с бюджетными учреждениями, образовательными. Сегодня коллектив Ленского филиала компании «Газпромтрансгаз Томск» – это 585 высококвалифицированных работников, из которых свыше 80% – местные жители. Впереди у ленских газовиков запуск вторых цехов компрессорных станций, завершение строительства лупингов и газораспределительных станций для газификации населенных пунктов. А это новые рабочие места и новые социальные проекты в Ленском и Алекминском районах. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Закатить мяч в ворота, перенести коромысло с полными ведрами, наполнить стаканы, разбить яйцо и многое-многое другое. И все это с использованием специализированной многотонной техники, которую используют в угледобывающей отрасли. На конкурсе профмастерства компании «Колмар» в Нерюнгри побывал Иван Лазаренко. Есть те, кто делают свою работу очень хорошо, есть настоящие профессионалы своего дела, а есть виртуозы, которые филигранно обращаются с многотонной техникой, словно с детской игрушкой, с легкостью выполняя самые сложные задания. Яркий пример этому – это конкурс профессионального мастерства, который проводится в компании «Колмар». Конкурс профессионального мастерства собрал лучших представителей в своей профессии, работающих уже не один год в компании «Колмар». За победу боролись участники, прошедшие серьезный отбор. Заявки принимаются от всех работников компании «Колмар», но к участию в практическом этапе допускаются не все. Отбор проходит по результатам тестирования, который включает в себя знания техники безопасности, знания правил дорожного движения и устройства техники. По результатам тестирования определяется по 5 участников в каждой номинации. Конкурсанты соревновались за звание лучшего в 5 номинациях: машинист экскаватора, водитель погрузчика, водитель углевоза, водитель автосамосвала грузоподъемностью 90 тонн и машинист бульдозера. И все конкурсные задания так или иначе были связаны с ежедневной работой. Все конкурсы подобраны со спецификой нашей работы. Несмотря на большие габариты машин, размеры, вся работа должна быть тонкая, ювелирная, синхронная. Машинист чувствует машину, а руки у него и ноги – это как продолжение машины. Он абсолютно это все чувствует, всеми сенсорами своими работает. Если машинист этого делать не умеет, он и работать не сможет. Поэтому это отдельные когорты, люди работают по 15, по 20 лет на бульдозерах, на погрузчиках, на экскаваторах. И нарабатывают это с годами, это приходит с опытом. На таких профессионалах и держатся наши открытые горные работы. Конкурс профессионального мастерства – это отличная возможность заявить о себе, продемонстрировать свои лучшие качества и навыки. Сам конкурс, конечно, волнительно, сложно. Участвую не первый раз. Призовое место занял первый раз. Доволен. Ребята все сильные участвовали. Всех поздравляю с призовыми местами. Все победители и участники конкурса получили заслуженные грамоты и кубки, а в качестве бонуса фаворитам назначили персональную надбавку к зарплате. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Якутские файтеры добились побед на турнире по смешанным единоборствам на призы главы Якутии. Обладателем чемпионского пояса турнира ММА стал Узаир Абдураков из Тампонского района. Он одержал победу в главном бою с Сергеем Есковцом из Ростова-на-Дону. От имени главы Якутии главный приз бойцу вручил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников.
Отмечу также, что кроме главного боя состоялось 11 ярких поединков в исполнении одних из сильнейших бойцов. На октагон вышли 10 бойцов из Якутии, 7 из них одержали победу. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.